Йоу, всем ассаламу алейкум, дорогие наши друзья, любители футбола. Сегодня мы снова с вами, уже не диванные эксперты, а эксперты за столом, за чипсами, за водой вместо пива. Короче, футбол, и еще раз футбол. Я Азамат Кадыров, со мной сегодня Джонни, со мной сегодня Дэн, Даниэль, как фамилия? Курман. А дальше? Конец. Даниэль Курман, все? Да. Даниэль Курман, конец? Или все? Конца нет. Даниэль Курман. Итак, сегодня у нас будет топ-10 новостей вообще про футбол, в мировом футболе, у нас в Кыргызстане. Итак, готовы? Поехали. Я читаю топ-10 новостей. Самые свежие, актуальные новости про футбол. Абдушата. Последний свой матч Кубка АФК выиграла со счетом, внимание, 5-0 против Тайчунг Футуро. Это прям бодро. Это неожиданно. Всех порадовали. Неожиданно? Конечно. Почему? Первое участие в плей-офф, тем более в плей-офф. Уже такая победа крупная. Ну, я смотрел, анализировал игры, матчи этого Тайчунг Футуро. Ну, ничего не удивительно, мне кажется. Мне кажется, удивительно было бы, если Абдушата сыграла бы в 1-0, ничью. А тут А на каком они месте у себя в чемпионате? Тайчунг. 6-й. Там всего лишь 8 команд, и там они на 6-м месте. Так что, да. Тем более, если вы смотрели матч, Джой, ты же смотрел, ты же был на матч. Счет должен был быть, не знаю, счет 10-0, плюс-минус, Да, да? было Столько моментов. очень много моментов, там был даже пустые ворота выходил Ворота, и, Кайрат Адалбек, ё-моё. и по воробьям. Да. Ну, вообще классно. Мне кажется, это уверенный шаг, чтобы выйти в следующий этап. Следующая игра против Тайчунг Футуро Абдушата будет 13 марта. Надеюсь, там тоже выиграем и выйдем дальше и вообще до финала. И вообще, Ну, это большая гордость. Да, выиграем Кубок АФК, вообще будет классно для кыргызского футбола. Так что, Абдушата, Сила, да. делай красиво. Окей. Вчера Гульджей Талукулов забил свой второй гол уже. Это Кубок Беларуси, получается. Кубок да? Беларуси, 1/4 финала. Это, по-моему, единственный гол, он принес победу. Они Да. играли в гостях, и он пробил Паненкой. Он заработал пенальти, сам и пробил Паненкой. Ему повезло. Если бы не забил, я не знаю, что... Команда бы его после матча такой. Вообще, когда бьет Паненкой, как вы думаете, это пижонство или просто показывает, Наверное, уверенность. Уверенность. Это Скорее больше всего уверенность. показывает уверенность, то, что я могу и так пробить. Веру в свои Ну силы. вот, я мог и так пробить, это же пижонство же. Ну, это же пижонство. Ну, вот больше уверенность. Да? Если ты забил, это уверенность. Если не забил, то пижонство. Мне кажется, тогда Вартар А если ты забил с добиванием? Тогда то и то, да? Мне кажется, тогда Вартар отбил, у Гульджи-то прям жопу. Но повезло то, что он прям к нему Да, отскочил, и да, он да. просто на добивание забил. Ну, везет тому, кто везет. Поэтому... Главное, что забил. Главное, что забил, да, главное, что, блин, Единственный гол, герой матча. Все, дальше уходит. красавчик, Гульджигейт, Джига. Они уже вышли в одну-вторую? Да, в полуфинал вышли. Это полуфинал, вторая, полуфинал. Окей, идем дальше. Вообще, Алга, наш футбольный клуб Бишкека, в третий или второй раз, оказывается, летит в Анталию провести свои сборы. Это, оказывается, очень редкий случай такой, когда наши команды из Кыргызстана летят в сборы в другие страны. Ну, это из-за финансов. Но это классная история, то, что наши ребята уже едут в сборы, Да. в другую старость. Это уровень, потихоньку. Блин, вообще, хотелось бы тоже, да, Кыргызстан, куда-нибудь поехать, в Дубай, в Анталию, куда-нибудь. Хотя бы. Абдышка где была? Абдышка в Дубае был. В Дубае, да? Да. А Алга в Турции, да, по-моему? Алга в Анталии сейчас. Это круто. Но это все объясняет, почему они 5-0 выиграли. Ну да. Готовились хорошо. Надо оправдывать уже. Надо оправдывать, конечно. Так, идем дальше. Теперь уже переходим на европейский футбол. Что у нас в Европе? Лига чемпионов. Чемпионов, да? У нас уже есть победитель, да? Пары, которые уже вышли. Какие? В четвертьфинал. Да. Реал Мадрид, Сити. Кто еще? Ну, давайте посмотрим. Вот. Майскор. Вообще, вы говорили недавно, да, на этот новый формат Лиги чемпионов. Да. Что там будет? Я не читал. Сейчас вместо 8 групп будет одна большая, где будет 36 команд. Я не знаю точно, но, скорее всего, жеребьевка будет определять соперников. И у каждой команды в группе будет 8 матчей с разными соперниками. Если раньше было сколько? 6 матчей. Да. 6 матчей. Дома на выезде.
Ты играешь только с 3 командами, теперь у тебя 8 команд разных. Это типа система лиги, что ли? Что-то Да, это чемпионата? Всё полностью шахматная поменяется. система поменялась. Все сложно, да? Жизнь становится вообще сложнее и сложнее. Ну, как Ну. я читал, там получается от твоего места все зависит. Если ты выиграл, ты играешь с сильным, кто выиграл. Если ты проиграл, ты играешь проигравшим. И получается, увеличивая шансы для команд. Если ты сильный, ты должен играть сильным. Если ты слабый, то будешь играть. Но для этого есть Лига Чемпионов и Лига Европы. Если ты слабый, играй в Лиге Европы. Если ты сильный, играй в Лиге Чемпионов. Зачем так все усложнять? Ну, видишь, все в мире меняется, нужно Ну, перемены. тут это же большой бизнес. Чем А. больше матчей, тем больше денег. Все к этому становится. Вот сволочь. Предприниматели. Походу, это ты это все сделал, да? Свяжитесь со мной, да. Ты где колорол. Самое фиговое это футболистам. С каждым годом увеличивается Больше матчи, матчей. больше травм, больше крестов Ну, теряется. Как вот только что Дэн сказал, то, что они получают миллионы, пусть оправдывают, да, свои деньги. Все же говорят, футболист, ой, то не играет на поле, потом типа зарабатывать миллион, а вот сколько матчей они Тяжелая играют. Так, жизнь в 1/4 футболиста. вот выходят ПСЖ уже, Бавария, Сити и Реал Мадрид. Ну, Все топы вышли, да? все гиганты, да. Кстати, про последний матч Реал Мадрид. В Ла Лиге? Ну, то, что... А где он? Беллингем не забил Ла Лига или А, чего? Да. Это против Валенсии. Реал играл на выезде. Реал проиграл 2-0, потом отыгрались, 2-2 сделали. Потом в конце, Это- на последних секундах. На добавленной где-то 94-5 минута. Последние Да, секунды да. угловой. Модрич подает угловой, они как-то отбились, Реал обратно перехватил мяч. И там, по-моему, Карвахаль делал навес. Прям когда, или Брандес, по-моему, навес делается, и судья в Свисток. это время свистит. Вообще это по правилам так свистеть? В баскетболе бы засчитали. Но там мнение судей очень много разделилось, кто-то за, кто-то против. Ну, вообще надо было бы завершить атаку, да, судим? Да, была опасность. Да, Мне вот кажется, завершить. он уже поднес свисток к рту, когда уже мяч вышел за пределы штрафной площади. И Он же хотел подумал, уже- да, свистнуть. Тем более там, если вы заметили, игрок Валенсии начал кричать на судью. Типа, свисти, давай свисти. И он такой... «О, о». Да, он не Короче, знает, что сделать. Судья затупил. Либо раньше свисти, Либо после либо атаки. позже. Ни туда, ни сюда. Да, И он не испортил себе запутался. карьеру, соответственно, получается. Его отстранили, по-моему, на 2 матча. нет? Хорош. Серьезно? За решение, да. Ну, блин, когда играют такие команды, когда накануне столько Когда денег, играет такая команда. когда играет такая Еще и команда, Беллингем нельзя. красный получил. ну, после споров, да? Да. Что он там еще говорил, там была Не знаю, обозвал, наверное, фраза, просто. да, типа, эй, щек, букмек, По-своему В этом обозвал, да. конечно. котофаш. И, да. Окей, идем дальше. Ну, блин, всем болельщикам Реала, конечно, вам терпение, зато вы вышли в следующий этап Лиги Чемпионов. Кстати, про Реал. Продолжим тему Реала. Бампе подписал контракт с Реалом. И в следующем сезоне уже будет играть в составе Реал Мадрид. Блин, ну это же вообще, йоу, что за... Такой новости нет. Что по официальному подписал, нет? По-моему, даже у Переса спрашивали, он говорит, кто такой Мбаппе. Так, в интернете же дохера сообщений, то что... Еще Много просто фейков, Мбаппе официального нету. не продлил с ПСЖ. А так есть, по-моему, устная договоренность, кажется. И все к этому идет, то, что он в Реал перейдет. Больше никуда. Официального пока нет. Предположим, то, что Бампе перешел в Реал Мадрид. Как вы видите состав? Это прям, мне кажется, ПСЖ в те года, когда играл Неймар, Месси и Бампе, да? Ну, мне кажется, что если Мбаппе перейдет, то он займет место Винисиуса, левого фланга. А что, не одновременно? Винисиус, Бампе? Ну, когда вы видели, чтобы Мбаппе справа играл? Либо Винисиус. И тем более Мбаппе в центре не сможет сыграть центр нападения. Он в крайнем Либо нападении. как-то будут они придумать, там, ложную девятку. Ну и справа есть Родриго. А кто он центральный нападающий в Реал Мадрид? Хаселу. Не, у нас у Реала нету прям центрального нападающего. У нас такой. В Реале играет Беллингем, оттянуто такого ложного. Он же полузащитник. Он же не Хаселу не нападающий. играет, вообще не выходит. Он То есть- редко на замене выходит. В Реал Мадриде сейчас нету Нападающий. нападающего центрального, как Да. Бензема, как Лева, ну, как Как Левандовский. Такого ярко выраженного нападающего нет у Реала. Они играют ложную. Им почему? нужно было, мне кажется, летом забрать Кейна. но не Мне успели. кажется, он идеально вписался бы. Вообще, да, но Кейн сейчас в Баварии Кейн повышает уже- свою статистику, но убивает свою 30 команду. голов, кстати, у него уже. Кейн уже старый, поэтому Реал идет на омоложение. Если сейчас повторить состав, там все молодые игроки. Только в защите более-менее и полузащите опытные есть, а в нападении то...
Ну, блин, вообще, если даже Бампе подпишут Мадрид, как вы думаете, ну, блин, когда в команде столько звезд, это хорошо или плохо для команды? Ну, не всегда. Не всегда хорошо. То есть Галактикос было раньше у Реала. Они могли сыграться. Ну, наверное, все зависит от тренера еще. Сможет ли он каждого заинтересовать, чтобы у каждого был интерес играть на команду. Вот, я так думаю. Ну, это, думаю, хорошая вещь. Конкуренция все равно свое дело сделает. Ну, не знаю, когда играет столько звезд в одной команде, это для болельщиков вообще концерт, шоу, да? Классно, круто, блин. Это вот недавно же, да, недавно, когда ПСЖ играли, Месси, ПСЖ, ой, Бампе, Неймар, это топ-звезды, еще Серхио Рамос, еще и Ди Мари, еще. Но с таким составом, с такими игроками, они все еще не смогли выиграть Лигу Чемпионов. Когда фифу все играли, сразу выбирали ПСЖ. Потому что там уже все есть, да? Но мне кажется, все состав это уживется, потому что Родриго на данный момент даже сейчас иногда не выходит даже в стартовом составе. Он игрок только в этом году начал себя проявлять и подходит в стартовый состав, но иногда он выходит с замены. Иногда даже больше выходит Вальверде, потому что он универсальный. Нет, универсальный игрок. Он может везде сыграть у тебя. Все поле схавает. Либо, может быть, Винисиус перейдет в ПСЖ. Как вы думаете? Рокировка. Обмен? Да. Не знаю. Ну, Даже хороший вариант. была вчера новость, они хотели Ямаля купить. Да, Реал Мадрид, да? Нет, ПСЖ. ПСЖ. 200 миллионов предлагают. 200 миллионов но за Барса, 16-летнего. Снова платят Барсе. но Барса отказалась, так как Ямаль только 16 лет. Если посмотреть, то он еще минимум 15 лет может отыграть. Новая легенда Барса, наверное, если не сломается, как Фати. Да, да, да. Фати был такое большое будущее, новый Месси прозвали, где он? Ну, Сейчас блин. он в Брайтон. Брайтоне. Мне кажется, что Ямаль это просто проект, это просто бизнес, типа 16-летний парень, его так качает в этот, какой тренер, какой тренер может выпустить на поле даже в основу 16-летнего неопытного парня? Хави. Может. Это безусловность. Многие игроки травмированы в Барсе и Ямаль. Видели последний матч? Он принес победу. 1-0. А почему у нас так не практикуется, да, вот 16-летний парень выходит, не всегда же так. Это, я же говорю, это безысходность. Если бы у него был супер состав у Барса, он Ямаль даже не играл бы. Приходится его выпускать, но он сделает результат. Ну хорошо, а Месси, когда Месси? выходил, да, играл молодым, Но Месси тогда не это было Месси. суперсостава? Месси это Месси. Это игроки такие, раз в столетие выходят и все. Окей. Кстати, хочу напомнить, что мы сейчас сидим в баре Pinta Pub. Вы можете тут смотреть со всеми своими друзьями, коллегами все прямые трансляции матча Лига Чемпионов, АПЛ, Ла Лига. Приходите и смотрите футбол. Еще хотел сказать про Пинту, да? У нас в городе очень мало спортивных баров. И когда звонишь, суперматч, топ-матчи, я всегда занята. Сколько же Пинта работает? До хера уже, да? Сколько? Лет 7, 8, 10? Больше? Со времен школы была Пинта. Окей, идем дальше про новостей про футбол. Серия Лига 1 в этом году будет называться Макдональдс Лига 1, потому что нейминг лиги купил Макдональдс за 20 миллионов долларов. Евро. Долларов. Да какая разница, по-любому до хера. Но если платят, то, конечно. Ну, мне кажется, все-таки имидж должен быть у лиги хотя бы какой-то. То есть самоуважение. Не знаю, Макдональдс. Выбрали, конечно, себе спонсора, не знаю, Макдональдс. Здорово, если Азар возобновит карьеру и будет играть во Франции. И что как они будут платить? Они, наверное, заплатили 20 миллионов порций Макдональдс, типа бургеров. Но Дэн, кажется, правильно сказал. Это все-таки статус. Лига не должна так называться. Если команда, то ладно. Это же были частные же. Команда может, а лига, это, получается, всю страну представляет. И как бы Европу. Да. Представляю. Это уже смешно как-то. Да, вообще футбол в последнее время, когда, становится смешнее и смешнее, да? Хорошо, Ну, как ладно. можно будет называть АПЛ тогда? Кто может им предложить? Я не знаю как, АПЛ, но если Бундеслигу купят Бургер Кинг, то это будет Бургер Лига. С пивом. С пивом, да, вообще. Если кыргызстанскую премьер-лигу купят, не знаю, там, Бешманты, Бешманты, Кыргыз премьер-лигасы,
Но если эти деньги будут на развитие лиги, думаю, нормально для них. Может, они так и посчитали. Возможно, у них там не хватало финансов, Ну, что сейчас 20 миллионов? не было Для лиги. безысходности. Вот, наверное. 20 миллионов В всего год. лишь. Продай Бампе, блин, вот столько денег, ё-моё. Ну, это же для пассажира. Лига, что это ничего не Тем более будет. они его не продадут же, он бесплатно уйдет. Лига теряет большой урон от ухода Мбаппе, может, как-то хотят компенсировать, да. компенсировать. А вот это вот недавний ужин Мбаппе с президентом Франции, вы Да. слышали? Да, ну как, видели по Инстаграму. И как вам думаете, они уговаривали остаться? Это было и в прошлый раз. Он встречался с президентом, и тогда он остался. Думаю, он уже, наверное, свою позицию сказал. И уже как- Зачем они вообще встречаются? Типа просто... Ну, хотят, чтобы он остался и развивал свою лигу, Францию. Да, Думаю, тоже. он сказал, я даже Аж прям задумался. президент, что ли, прямо так вот приглашает? Он же ярый Да. болельщик футбола, М, Макрон. Он И же он постоянно хочет прям посещает матчи же, когда сборная Всеми играет. силами прям оставить Мбаппе. Это статус. Я думаю, он, наверное, сказал, я задолбался, я устал, я хочу выиграть золотой мяч, дайте мне, Хочу Лигу чемпионов. да. Бампе еще ни разу не выигрывал ни золотой мяч, ни Лиги чемпионов, да? Да. Ну, Да. у него хотя бы есть чемпионат мира, и эти, наверное. Но если выиграет ЛЧ, то он уже вступит в ряд тех футболистов, которые выигрывали то и то. Но Златан так и не выиграл же. Но все равно легенда. Ну, это такой персонаж, скажем. Окей. Окей, следующая топ-новость. В мировом футболе Роналду готовится сыграть свой 6-й чемпионат Европы. Сколько ему, этому старику уже, боже мой, 39 Легенда. Чемпионат Европы Он в этом вообще- году же будет. Да. В этом году он будет 39 лет ему, ему уже 39 лет, он будет играть, мне кажется, даже в старте 90 минут. Он говорил, то, что хочет сыграть до чемпионата мира, до 26 года. Его задача, цель такая. Еще Это ему 2 года. Сколько лет ему будет? 41. Ну, можно. Если там хотя Что бы за там в конце. машина этот Роналдо? В 26 году он может выходить на 10 минут, так 15, это нормально будет. На 10 минут, типа в конце матча? Да. Но и то будет он ругаться, мне кажется. Ну, чемпионат Европы он уже выигрывал. Думаю, он уже... Как бы ему не надо даже чемпионат Европы. 39 лет. Мне всего лишь 27, я уже выдыхаюсь, играет 5 минут в футбол. Тебе 30, ты тоже уже все. Салам алейкум, ему 39, он все еще бегает, играет, забивать и ставит новые рекорды. Но это дисциплина в первую очередь. Работая над собой. Он же не дает себе отдыхать. Если отдыхать, то только восстанавливаться правильно, профессионально. Вот, реально, Роналду, реально мотиватор, и таких игроков мир видит Хотелось бы вывозить чемпионат мира в 26 году. хотя бы И чуть-чуть. там конечно. красиво закончить. Выиграть и закончить, а не А плакать. если и не уйти. выиграет, да он же не будет плакать, наверное. Мы будем плакать. Он будет смеяться, Все наверное. болельщики будут плакать. Так, идем дальше. Клоп. Фанаты Ливерпуля, внимание, сейчас будем про вас. Клоп решил уйти в конце сезона. Это... Легенда Ливерпуль. Сколько он уже отработал? Лет 7, 6, 5? Напишите в комментариях, сколько Клоп отработал в Ливерпуле. Это будет Он Около 9, в да? 15-16 году пришел, наверное. тогда 7-8 лет. по-моему. Охренеть просто. Ну, реально, при приходе Клопа Ливерпуль поменял свою стиль Видна работа игры. тренера прям сразу. да. Это большая потеря для АПЛ. Я недавно ролик видел. Если бы не было Ливерпуля, то только Сити выигрывал. Прикинь, Да. Не было конкуренции. Это единственный человек, который дает конкуренцию в АПЛ. Юнайтед все сдулись, только он. Борьба. между- Кстати, сейчас в АПЛ таблице первый Сити. Нет, потом- на данный момент сейчас Арсенал Арсенал. вчера выиграли. Они Брентфорд, да, по-моему, вчера выиграли 2-1. Вчера 1-0 выигрывали, вратарь привез, хотел выбить, нападающий отобрал, сделал 1-1 и в конце Хаверс забил. Победный гол принес. Потом второе место Сити и Ливерпуль. Да. Разница по одному очку, да? вроде? Одно плюс очко. один, Охренеть. два Вот очка это вот только. близко до конца. 63-62. До конца сезона. Ну как вот ваши прогнозы? Давно такой не было конкуренции, всегда было две команды. Да. Либо Сити, Либо Ливерпуль, иногда там кто, Челси, да? Челси в 16 году был. Давно. Блин, классная борьба, но, как Маурини сказал, Арсенал, мне кажется, Сдуется. сдуется. И именно когда важные моменты, Арсенал сдувается, не хватает тех игроков опытных. И более Мне молодые кажется, это игроки. не Арсенал сдувался и не Ливерпуль в конце сезона, а просто Сити набирал обороты. Потому Вот. что их концовку посмотреть, у них там серия из побед практически Самое всегда. обидное, вот
восстановился Де Брюйне, и победы прям пошли. Один игрок приносит такую, Ну, это не просто один игрок, это сердце, это мозг команды, да. Ну, Как будто он Де Брюйне- очнулся и мозг заработал. До Де Брюйне там Сити иногда выиграл, иногда ничейку. Мгм. Так проигрывали, а прям сейчас сплошная Так, победа. так помните, Да. первый матч вышел Де Брюйне, сразу голевуху отдал. Да. В первом же матче, да, и забил, не знаю, что там было. Сочетание Де Брюйна и Холланда — это космос. А как Ну. сказал Роналду, реально, Холланд без Де Брюйне не Да, Холланд. потому что он не умеет создавать себе моменты, да. И сегодня играет Ливерпуль-Сити. Мне кажется, Если Вот. мы успеем смонтировать до этого, то Мне кажется, сегодня решится, кто будет чемпионом. сегодня. Я думаю, из этой пары кто-то станет чемпионом. Сити Ну, там либо между, Ливерпуль. между первым и третьим местом 2 очка разница, поэтому еще борьба будет, мне кажется, в любом случае. Но было бы классно, если Ливерпуль выиграл бы. Это был бы красивый ход. И Клопа? типа дань Да, почтения да. Клопа. Но уже кубок есть, так что Сейчас все игроки Ливерпуля борются за него. Ну, вот какая мотивация, да? Не АПЛ, а И за как, Клопа. как вы думаете, если Клоп уйдет, команда посыпется, то есть начнут расходиться по другим командам? Там уже, по-моему, Салах дал комментарий, но я не прочитал. Сказал, уже многое поменяется там. Всегда, когда приходит новый тренер, либо новое начальство, он приводит свою команду, он будет играть со своими игроками, и многие игроки уйдут, мне кажется. Ну да, это же получается с нуля же он будет новая команда, новый тренер. Ну да, в целом. Я не знаю, как вы думаете, для Ливерпуля сейчас какой тренер будет самое топ? Многие слухи тут, это старый игрок Ливерпуля, Джерард? Хави Алонсо. Да. Который не проигрывает с Байером более 30 матчей, да, уже 35 охренеть. матчей не Охренеть. проиграть. Это уже не просто рекорды пробиваются. 2 раза с Баварией, да, сыграли они уже? Да, и Бавария разу. уже далеко отстала, там, по-моему, 10 или 9 очков. 7 очков вроде. Сейчас скажем точно. И сегодня еще и Байер играет. Матч в запасе у них еще. Не, ну Байер, мне кажется, в этом году будет чемпионом, по-любому. Должен стать чемпионом после таких рекордов. Надо все-таки гегемонию убирать. Бавария уже каждый год выигрывает. Окей, идем дальше. На этой неделе уже будет через несколько дней Лига Чемпионов. Играет Арсенал против Порту, Барселона, Наполи. В среду на ночь играет Атлетико Мадрид, Интер и Боруссия Дортмунд, ПСВ. Давайте мы сделаем свои прогнозы на матч Барселона и Наполи. Первый матч, по-моему, 1-1 было. У Барса Давайте посмотрим. было море моментов, не забили. Да. 1-1. У да. Наполи был только один момент, и они использовали момент и забили. Мне кажется, все-таки Барса более опытная, и в родных стенах она точно победит. И дальше пройдет. Мне кажется, будет осечка у Барселоны. Думаешь? Асимхен сейчас в строю, в форме. Кварасхелия, сами видите, что творит. Все у них в Но порядке. все равно мне кажется. Наполи не такой... Ты думаешь, Наполи пройдет, да? Наполи пройдет. Наполи уже не такая Наполи, какая была сезоне. в том сезоне, да. Они Это уже да. реально показали себя, ну, как-то... Ну вот, последние 5 матчей, всего 2 выигрыша и 3 ничьи. То же самое у Барселоны. Команды по силам одинаковые. Единственное, что Барса играет дома, поэтому для Барса будет намного Преимущество, да, есть. приятнее играть да, у себя А дома. ты как считаешь? За Барсу дают вот почти 1,96 кэфа. Ну, в принципе, хороший кэф можно поставить Хороший, на Барсу, да. Тем более, короче, как минимум, я думаю, Барса не проиграет. И счет будет минимальным. Мне кажется, будет максимум, ну, Моя ставка. Проход Барса дальше. проход Барса. Ладно, буду более лояльный и скажу, что осталось Наполи. Наполи не проиграет в матче. Мгм. И, возможно, даже пройдет в следующий этап. Возможно, да. Я ставлю, что в матче будет максимум 2 гола, и Барса проход. Барса выиграет. Окей, следующий матч Арсенал против Порту. Если Арсенал будет играть так же, как в АПЛ, то Арсенал смело должна быть... ну смотрите, Порту, оказывается, последние Да. 5 матчей Нет, 4 победы. Порту всегда выигрывает в своем чемпионате, там мало конкуренции, только Бенфика дает. Последний матч Порту выиграл у себя дома, Арсенал. Да, по-моему, 1-0 проиграешь, да? 1-0. Так и Арсенал сейчас громит почти подряд. У Арсенала, думаю, тяжелый выбор. Мгм. Тяжело играть, когда ты борешься за чемпионство или чемпион. Мне кажется, они будут играть с позиции, думая о АПЛ. Выходе. Думаю Да? о АПЛ. Типа, то есть ты думаешь, то, что им АПЛ важнее, чем Лига Да, Чемпионов? мне кажется, здесь будет больше... Как пойдет, так и пойдет. Выиграем. На пофиг. Мне кажется, это не про Артету. У него же доминация. Для
Арсенал дает 1,2 КФА, а более- что победа Порту 14. Вот. Они играют дома, они проиграли. В любом случае, проигравшая команда первый матч будет больше владеть мячом. По-моему, всегда так. Во втором Ну, матче. Потому что нужны голы. Вот. Помню, это давно было. Порту выиграла 2-0 Баварию дома. Мгм. И Бавария дома она разорвала. 5-2, 5-0, что ли, что-то такое было. Ну, Порту такая команда, непонятная тоже. Ни рыба, ни мясо. Но- Но все равно АПЛ, лига более выше классом, поэтому Арсенал, тем более, дома в своих стенах будет играть намного лучше и на победу только. Коэффициент очень маленький. На Очень. победу Арсенал дает всего лишь 1,24, и на Порту победу 14,6. 14, прикинь, ты можешь поставить на Порту и, Сколько? не знаю, Да хоть даже 100, да? поставь 1000, будет 14 тысяч. В любом Окей. случае, коэффициент хороший. Если смотреть, я думаю, сухая победа Арсенала 2-0, наверное. Арсенал И 2-0. дальше проход. Даже Арсенал 1-0, и дальше все будет решаться, мне кажется, в экстра тайме. Мне кажется, Арсенал сейчас дома, да, забьет больше голов, да и Порту забьет. Мне кажется, ну, в матче будет больше 2 гола, плюс-минус, да. И, ну, надеюсь, что Арсенал пройдет. Надеюсь. Нужно еще здесь хорошая ставка, мне кажется, пройдет обе забьют. Да, у Абизаби тоже хорошая ставка. Ребята, напоминаю, что все эти вариации ставок вы можете сделать на сайте 1xbet. По нашему промокоду, тем более, вы получите приятные бонусы. Окей. Вот, теперь будем ждать следующей недели, что будет, какие будут новости в мире футбола. Не только в мире, Европе, но и у нас, в Кыргызстане. Пусть только хорошие новости будут. Мы ожидаем от Абдушаты вторую победу уже на выезде. Дай бог, ребята, поддерживаем. Мы ожидаем, что наши игроки, которые играют за рубеж, чтобы Кульджигит выиграл с Неманом Кубок Беларуси. Вообще для нас будет приятные новости, будем обсуждать, стремиться, да. Скоро начнется КПЛ Кыргызстана, так что КПЛ Кыргызстан тоже будем вместе обсуждать, поддерживать. Ищем спонсора нашей программы. Если что, если вам интересно, то приходите, пишите нам в WhatsApp, Instagram, Telegram. Спасибо Джонни Скилл, спасибо Дэн Курман, конец, за то, что сегодня были с нами. И спасибо, конечно же, что дали вот такую вот прекрасную локацию Пинта Паб. Смотрите прямые эфиры, прямые трансляции футбола здесь. Всем футбола, много футбола. Очень Спасибо, много Аза. футбола. Забыли поблагодарить Азу. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свое мнение, свои комментарии, нам это очень нужно. Вот все. До скорых встреч, до следующего выпуска. Любите и смотрите футбол. Всем футбола!